Варух перестал быть анклавом? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, из-за какого скандала взорвался весь сектор таджикского интернета. Подписывайтесь на наше обновление, будете в курсе всех последних событий. Выходные в Кыргызстане отметились нелепым случаем, который перерос в скандал. На торжественном мероприятии по случаю Дня работников прокуратуры во время выступления президента Кыргызстана Садыра Жапарова на фоне карты страны многие заметили, что анклав Варух напрямую присоединен к Таджикистану. Это вызвало шквал негодования в кыргызском сегменте соцсетей, к которому подключился и таджикский. Позже снимки были удалены. Как сообщила Генпрокуратура Кыргызстана, отрисовка баннера с картой республики была заказана в частной фирме. За допущенную исполнителями ошибку будут приняты меры по отношению к ответственным сотрудникам, говорится в сообщении ведомства. Как вы относитесь к такому нелепому курьезу в Кыргызстане и к тому, как на это отреагировали? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Таджикистану предложены два варианта решения проблемы с анклавом Варух, в том числе связанной с обменом. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель ГКНБ, глава правительственной делегации по вопросам границ Камчибек Ташиев. Прокуратура также выразила благодарность гражданам, которые переживают за целостность Кыргызстана. Отметим, что пограничные споры между Кыргызстаном и Таджикистаном идут уже многие годы. Анклав Варух – один из ключевых вопросов. Весной Бишкек предлагал соседям обменять территорию. По его словам, главный вопрос с Таджикистаном – это анклав Варух. Кыргызстан направил таджикской стороне два предложения по Варуху. Первое – измерить территорию анклава, чтобы она не увеличивалась. Но Кыргызстан предоставит в пользование дорогу по своей территории для въезда и выезда. Второе – более жесткое. Кыргызстан готов в обмен на анклав, площадь которого составляет 12 тысяч гектаров, отдать участки площадью 12 тысяч гектаров в Баткенском и Лилекском районах. Перечень участков был передан таджикской стороне. В Душанбе ответили категорическим отказом. Как вы считаете, правильно ли власти сделали? И Варух, он ведь таджикский, вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.